Первое место в нашем конкурсе занимает учитель истории и обществознания средней общеобразовательной школы номер 3 в станице Нестеровской Тунгоева Пятимат Сулмирна. Просим вас. Каждое слово от чистого сердца, о чем можно еще мечтать, когда все ученики верили в победу. Получить первое место Пятимат Тунгоева никак не ожидала, участвовала лишь по просьбе своего класса, поэтому считаю, что победа принадлежит всему коллективу. Честно говоря, я не думала, что нас так высоко оценят. Конечно, это для меня крайне приятная новость. Я вот ищу момент, чтобы порадоваться вот со своим коллективом, со своими учениками. Не только новостью, тут и денежное вознаграждение. Потом очень интересные подарки. Республиканский профессиональный конкурс «Лучший урок по теме депортации ингушей в 1944 году в Казахстан и Среднюю Азию» приурочен к годовщине высылки ингушского народа, организованной с целью сохранения истории кавказских народов, и задействовал 20 преподавателей республики. В течение 2 месяцев им предстояло подготовить открытый урок, сопровождая его видеозаписями. Присылали нам уроки, которые они проводили к 75-летию депортации. И сейчас у нас, к счастью, появилась возможность, мы подвели итоги этого конкурса. Сегодняшнее мероприятие было посвящено как раз награждению победителей и представлению лучших моментов этих уроков. То есть мы дали уже конечную оценку этой работе. Конкуренция была серьезной, а в финал вышли лучшие. В качестве приза вручили дипломы, книги и памятные подарки. В рамках конкурса, помимо наград за 3 призовых места, был предусмотрен и специальный приз в номинации «Урок в музее». Депортация ингушского народа – это самый больной вопрос нашего народа, наверное, все-таки. Поэтому мне очень хотелось собрать весь материал по этому вопросу, рассказать детям. Конкурс ответственный как для учителей, так и для их учеников. День хоть и выдался волнительным и долгожданным, но бесспорно радостный. Команда, которую представляла Самира Зязикова, заняла 3-е место. Девочка признается, что к конкурсу подошли они ответственно, с большим энтузиазмом подготовили урок. Мы выбрали эту сценку, потому что в ней говорится о выселении ингушей в Сибирь, а тема была именно про депортацию. И больше всего подходила эта сценка. Мы сделали эту сценку по произведению Чахкиева Саида «Мяка Горальгиш». На мероприятии в числе гостей присутствовали известные историки, талантливые художники слова, деятели культуры и искусства, представители министерств и ведомств. Они рассказали о значимости этого конкурса и поблагодарили конкурсантов. Выражаю вам благодарность за всю ту работу, которую вы выполняете. Вы несете очень большую моральную нагрузку перед тем поколением, которое растет. Все то, что происходило в истории нашего государства и нашей республики, вы отражаете в своей деятельности, вы отражаете это в общении с подрастающим поколением. И, конечно, ваш труд неоценим, ваш труд нужно поддерживать, награждать и отмечать. Поэтому я еще раз вас благодарю, и вы должны знать, что только ваша работа, только ваше желание оставить историю нашего народа и нашего государства в лучшем свете и доносить до наших детей, до подрастающего поколения правдивую и настоящую информацию, это ваша цель и задача. Мы всячески будем вас поддерживать. Благодарю вас от чистого сердца. Церемония награждения сопровождалась воодушевляющими словами и напутствиями гостей, а в завершении мероприятия участника конкурса сделали памятное фото. Хава Гагиева, Асхаб Белакиев, Новости 24.